Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкири, новый выпуск Nocta Live. Сегодня мы поговорим о победобесии, которое мы наблюдали, к сожалению, в четверг, 9 мая. Хотя победобесием это было бы уместно назвать лет 10 назад. Сегодня это явная и открытая демонстрация поддержки фашистскому режиму Путина. Многие люди не осознают этого. Для многих это повторение старой доброй традиции чествования ветеранов Второй мировой войны. Но проблема в том, что путинский режим очень ловко все перевернул так, что под знаменами памяти о самой кровопролитной войне в истории человечества, где весь мир боролся против нацизма, путинский режим и его сторонники, по сути, творят тот самый фашизм и нацизм в Украине сегодня. То, что мы наблюдали на этой неделе в Коврате, Бельцах, частично в Кишиневе и других городах страны, имеет мало общего с памятью о жертвах Второй мировой. Уроки Второй мировой не выучены. Всего в нескольких километрах от нас фашистский и путинский режим рушит города, убивает мирных жителей, лишает их права на нормальное существование, и все это подается под соусом борьбы с фашизмом. Многие участники акции победобесия отрицают, что они поддерживают фашизм, но их реакция на преступление путинского режима говорит об обратном. Давайте посмотрим отрывок из репортажа Зиара Алдигарда с шествия, организованного сторонниками победобесия в Кишиневе. А при чем здесь Путин? Что они сейчас, все на него? Ela a început un război împotriva Ucrainei și ucide oameni acolo. Ущиди Уамень. Уамень ел ну ущиди. Он разрушает то, что необходимо ему Ați разрушать. văzut cadre cum rachetele intră în blocuri civile? И много фейков показывают. Несправедливо. Он таки молодец. Он таки наведет порядок. И все у нас будет хорошо. Идет порядок где? Везде. И у нас? И у нас. В И каком смысле? в прямом смысле. Что будет справедливость. Я не зря начал сегодняшний монолог с разговора о фашизме. Последние несколько лет в преддверии 9 мая мы посвящаем наш выпуск Nocta Live тому, как в Гагаузии проходит 9 мая. До сих пор мы говорили о победобесии, но настало время называть вещи своими именами. Я думаю, нужно начать с истоков этой проблемы. Истоки этой проблемы уводят нас, к сталинскому режиму, который оказался на стороне победителей во Второй мировой войне не потому, что он был против фашизма, а потому что паук ужалил паука. Нас в школе учили, что есть Вторая мировая война, а есть Великая Отечественная война. О Второй мировой войне нас учили только тому, что когда она началась и когда она закончилась. Ну и то, что она началась нападением гитлеровской Германии на Польшу и закончилась в сентябре 1945 года капитуляцией Японии. На этом багаж знаний в области истории для большинства советских и постсоветских выпускников школ, в частности в Гагаузии, заканчивался. Если человек, например, моего возраста историей не интересовался, не узнавал самостоятельно и не искал информацию, помимо той, что ему давал учитель, то он, например, не знает, что в начале Второй мировой войны Советский Союз был на стороне гитлеровской Германии. А если быть более точным, то Гитлер со Сталиным развязали Вторую мировую войну, напав на ту самую Польшу. Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года с запада, а Сталин напал 2 неделями позже, 17 сентября 1939 года, с востока. Примечательно здесь и то, что Гитлер, напав на Польшу, остановился ровно там, где они условились со Сталином, потому что Гитлер знал, что Сталин должен был напасть с востока и не хотел отбирать территории, которые по их договоренности должны были отойти Советскому Союзу. Те, кто интересуется историей и хотят знать больше, чем есть в школьной программе, также знают, что в честь раздела Польши Гитлер и Сталин провели совместный военный парад Вермахта и Красной Армии в Бресте 22 сентября 1939 года. Ну, то есть через 3 недели после начала нападения на Польшу. Фото вы сейчас можете увидеть на экране. Нам в школе также не говорили о том, что между Гитлером и Сталиным в августе 1939 года был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа, имеющий официальное название «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом», а также секретный дополнительный протокол к нему о разделении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе между Гитлером и Сталиным. По этому секретному протоколу Гитлер и Сталин поделили между собой Польшу, страны Балтии и Бессарабию. О секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа в Советском Союзе узнали только в 1989 году. По сути, если бы Гитлер и Сталин не договорились о разграничении сфер влияния в Восточной Европе, то Вторая мировая война
не началась бы. Иными словами, именно Гитлер и Сталин, не только Гитлер, а Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую войну. Если бы эти два усатых упыря, которые отличаются только лишь формой усов, не развязали Вторую мировую войну, не было бы такого большого количества жертв и такой великой трагедии, где на грани исчезновения оказались целые народы. Я не знаю, как преподают предмет истории в школе сейчас, но судя по количеству детей и родителей, наряжающихся в военную форму Красной Армии тех лет, я понимаю, что ситуация не изменилась, а наоборот ухудшилась. Я не помню, чтобы в моем детстве детей наряжали в военную форму, хотя возможностей знать историю у нас тогда было гораздо меньше, чем сейчас. Более того, я уверен, что и курс истории сейчас другой, более правдивый, и информации гораздо больше. Она более доступна в различных форматах. Но создается такое впечатление, что в Гагаузии и некоторых других русскоязычных регионах учителя и администрации школ предпочитают либо искажать предмет истории, либо дети учатся по другим учебникам, а не тем, которые утверждены в Министерстве образования Молдовы. В Гагаузии, например, до сих пор есть улицы 28 июня 1940 года, названные в честь даты аннексии Бессарабии Советским Союзом. Это, к слову, об освободителях. В 1940 году королевство Румынии – это еще демократическое государство до прихода к власти Антонеску, которое никоим образом не угрожало Советскому Союзу и его интересам. Аннексия Бессарабии Советским Союзом подстегнула реваншистские настроения в Румынии и создала предпосылки к приходу к власти Антонеску, открытого к сотрудничеству с фашистской Германией. Иными словами, солдаты Красной Армии пришли нас не освобождать, а захватывать Бессарабию, так же, как сейчас Россия захватывает мирные города Украины. Сразу после аннексии Бессарабии в 1940-1941 годах советская власть начала первый рейд репрессий против интеллигенции, в том числе и среди гагаузов. В описании под этим видео вы найдете ссылку на статью Светланы Капанжи на нашем сайте о депортации гагаузов в 1940-1941 годах. Да, и в 1944 году, когда Советский Союз вернулся в Бессарабию на стороне стран антигитлеровской коалиции, нам это никакого освобождения не принесло. Насильственная коллективизация, организованный голод в 1946-1947 годах, унесший жизни от 30 до 60% гагаузов в разных городах и селах, после чего последовали депортации 1949 года. Все то, что Советский Союз предпринял, в том числе и против гагаузов во второй половине 40-х, начале 50-х годов, можно смело назвать геноцидом нашего малого народа. Тут важно напомнить еще раз то, о чем я говорил чуть выше. Если бы Гитлер и Сталин вместе не развязали Вторую мировую войну, то Европа не узнала бы таких ужасающих разрушений и жертв. Советский Союз оказался на правильной стороне истории только лишь потому, что один усатый упырь напал на другого, а не потому, что Советский Союз изначально был против нацизма. Советский Союз, по сути, был таким же фашистским государством, как и гитлеровская Германия. Нацистская Германия уничтожала людей по признаку их расы, а Советский Союз по признаку их социальной принадлежности. А при позднем сталинском режиме людей стали преследовать из-за их этническую принадлежность. Давайте вспомним депортации крымских татар, немцев по Волжье, ингушей, чеченцев и многих других. Гитлер и Сталин – это два сапога пара. Не зря 23 декабря, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, который положил начало Второй мировой войны, отмечается в Европе, в том числе и в Республике Молдова, как День памяти жертв сталинизма и нацизма. Одурманенные победобесием люди не хотят знать свою историю. Например, в Гагаузии мало кто чтит память жертв организованного голода 46-47 годов, величайшей трагедии бессарабских гагаузов, рукотворной трагедии, организованной сталинским режимом. Одурманенные победобесием гагаузы никогда не отмечают с такой помпезностью день образования гагаузской автономии, например. Для Гагаузии, одурманенной победобесием, главный праздник в году – это 9 мая. Вы только вдумайтесь в это. Ни один другой праздник Гагаузии не отмечают с такой помпой, как 9 мая. Ни в один другой день в каждом селе не проходят марши, возложение цветов, народные гуляния, концерты и прочие массовые мероприятия. На другие традиционные или национальные праздники гагаузы не наряжают своих детей в традиционную гагаузскую или молдавскую одежду, так как они наряжают своих детей в честь так называемого Дня Победы. А по сути, чем является 9 мая или так называемый День Победы для гагаузов? Это день, когда гагаузы Бессарабии, наряду с другими народами этого края, стали крепостными, то есть рабами.
До того никогда гагаузы не были рабами или крепостными. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Те, кто интересуется историей, знают, что коллективизацию Сталина крестьяне в Советском Союзе называли вторым крепостным правом большевиков. Иными словами, многие крестьяне в Советской России воспринимали коллективизацию как возвращение крепостного права, то есть рабства. Например, Александр I пригласил гагаузов колонизировать Южную Бессарабию, когда на территории Российской империи еще процветало крепостное право. Но гагаузы, переселившись в Южную Бессарабию, крепостными не стали. Они оставались свободными крестьянами, у которых было особое положение или особый статус. И все время, вплоть до отмены крепостного права, Александром II гагаузы Южной Бессарабии оставались свободными. К приходу большевиков в 1944 году гагаузы были свободными, и многие из них были зажиточными крестьянами. Значительная часть гагаузов стали зажиточными в межвоенный период при королевстве Румынии в результате земельной реформы, проведенной румынским правительством. И вот с приходом большевиков у гагаузов, которые были свободными и многие зажиточными, отбирают имущество, свободу, а у многих и жизнь. Свободу у них отбирают, загнав в колхозы, по сути, сделав их крепостными. Почему крепостными? Потому что в начале коллективизации и многие годы после люди были закреплены к колхозам, то есть к земле. Не могли свободно передвигаться и работали не за деньги, а за трудодни, по сути, за еду, как крепостные крестьяне при помещиках. Имущество у крестьян отбирали, когда загоняли их в колхозы, а жизнь у многих отобрали во время организованного голода в 1946-1947 годах. А потом и во время репрессий многие из Колымы не вернулись. Гагаузы, как мы знаем, не очень охотно вступали в колхозы, и по одной из версий историков, изучавших тему голода в Бессарабии, одна из попутных причин организации голода была загнать людей в колхозы. Основная причина, конечно же, организованного голода состояла в том, чтобы пополнить закрома Советского Союза зерном. Упырю Сталину было плевать на человеческие жизни. По сути, он рассматривал жителей Бессарабии как жителей захваченных территорий, которых можно было и, по мнению Сталина, нужно было грабить, что он и делал. Статистика показывает, что после голода 1946-1947 годов среди гагаузов значительно увеличился процент добровольно вступивших в колхозы. И когда я смотрю на ряженых гагаузий, которые беснуются, празднуют так называемый День Победы, я не понимаю, что тут праздновать. Для гагаузов приход большевиков, Сталина и Советского Союза ознаменовал начало несвободы, упадка и физического уничтожения. И самое главное, что началось с приходом сталинского режима в Бессарабию, это агрессивная русификация, которая положила начало уничтожению гагаузской идентичности. Да, для той части Европы, откуда прогнали Гитлера и куда не впустили Сталина, началась эра свободы и процветания. А там, где прогнали Гитлера и впустили Сталина, началась эра несвободы, упадка и разрухи. Мы, к сожалению, полвека прожили под гнетом Советского Союза. Еще одна причина, по которой я не понимаю победобесие в Гагаузии, которая подается под соусом причастности гагаузов к победителям во Второй мировой войне, заключается в том, что гагаузы в большинстве своем не воевали на стороне Советского Союза или на стороне стран, входивших в антигитлеровскую коалицию. Так распорядилась история, что гагаузов массово призывали в румынскую армию в период с 1941 по 1944 год, потому что Бессарабия была частью Румынии, а Румыния во Второй мировой войне, к сожалению, была на стороне гитлеровской Германии, и на территории Румынии, в том числе на территории Бессарабии, режим Антонеску совершил огромное количество военных преступлений, за что был судим судом в Бухаресте и приговорен к смерти, к смерти через расстрел как военный преступник. Точных данных нет, и исторических исследований пока еще никто не проводил, но совершенно очевидно, что большое количество гагаузов в период Второй мировой войны служило на стороне стран оси. Причастность гагаузов к победе во Второй мировой войне очень спорная, и это еще одна причина, по которой 9 мая нужно не плясать, петь и мракобесничать, а задуматься об ошибках прошлого. Следует отметить, что миф о причастности гагаузов к победе над фашизмом разгоняется так же, как миф о том, что Советский Союз в одиночку победил гитлеровскую Германию. Что неправда. Те, кто интересуется историей чуть больше, чем это прописано в школьных учебниках, знают, что против Гитлера на Западе воевали и другие страны, члены антигитлеровской коалиции, в частности, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
Например, всю войну против Гитлера и его союзников в Атлантике, Западной Европе, Северной Африке и в Тихоокеанском регионе взяли на себя Соединенные Штаты Америки. Помимо того, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания воевали с Гитлером на различных фронтах, Соединенные Штаты Америки также помогали Советскому Союзу продовольствием, вооружением, медицинскими препаратами, топливом, оборудованием и многим другим, без чего Красная Армия не могла бы ездить, стрелять, советским солдатам нечего было бы есть. Иными словами, без ленд-лиза Красная Армия была бы недееспособной. Многие в Гагаузии могут возразить мне и сказать, что гагаузы 9 мая празднуют победу над фашизмом, для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Но, как мы видим, и тут многие гагаузы не выучили урок. То, что происходит в Камрате на 9 мая последние несколько лет, ничего общего с победой над фашизмом не имеет. Наоборот, это и есть признак фашизма. Победобесие, продвигаемое путинским режимом со всеми его парадами, ряжеными ветеранами, георгиевскими ленточками, автопробегами, красными флагами, свечами и салютами, это и есть олицетворение самого настоящего фашизма, распространяемого фашистским государством, в которое превратилась сегодняшняя Россия под руководством Путина. Такого же упыря, как и Гитлер и Сталин, только не усатого, а ботоксного. То, что путинская Россия творит в Украине, это фашизм и нацизм в чистом виде. Под лозунгом борьбы с фашизмом и нацизмом Путин совершает те же преступления, которые Гитлер и Сталин совершали на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. В этом году на параде в Москве Путин окружил себя военными, командовавшими зверствами и убийствами и изнасилованиями мирного населения в Буче в первые месяцы оккупации. Вся эта риторика, Z-пропаганда и победобесие, которые Путин продвигал на протяжении последних 10-15 лет, были направлены на оправдание войны и на продвижение и укрепление фашизма в России. Маршируя под Z-знаменами, георгиевскими ленточками, портретами Сталина последние 10-15 лет в Гагаузии и других городах Республики Молдова, люди дали себя одурманить победобесием и сделать себя частью международного фашистского путинского движения. С начала войны в Украине, имеется в виду большой войны в Украине, мы наблюдаем, как в Гагаузии поют песни военных лет о победе над фашизмом и устраивают перформансы, где произносятся слова о неповторении этой трагедии. А в это время путинский фашистский режим бомбит мирные украинские города и убивает мирных украинских граждан. Но гагаузские пивуны и любители русского мира в других городах Республики Молдова солидаризируются почему-то не с Украиной, жертвой фашизма, а с Путиным, главным фашистом современности. Я уже больше 10 лет наблюдаю за этим победобесием в Гагаузии, Кишиневе, Бельцах и других городах Молдовы. До 2014 года у меня к этому было мало вопросов. После 2014 года это уже стало пахнуть очень дурно. Но после 24 февраля 2022 года у меня возникает один единственный вопрос. Война в Украине идет с 2014 года. И 2 года Россия ведет полномасштабную войну против Украины и не скрывает своих преступных целей. Неужели люди, которые также массово продолжают ходить на эти шабаши победобесия, не понимают, что происходит и в чем именно они участвуют? Либо эти люди слепы, либо напрашивается второй, более неприятный вывод. Они прекрасно понимают, что Россия делает в Украине и поддерживают это, к сожалению.